Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан продолжает третий зимний фестиваль и представляет программу «Восток в партитурах русских композиторов». Концерт проходит при поддержке Российского фонда культуры. Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня в преддверии Нового года Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет концерт, состоящий целиком из сочинений русских композиторов, из сочинений, вдохновленных восточной тематикой. Как известно, красота, одухотворенность, воодушевленность, страстность восточных ладов всегда привлекали и до сих пор продолжают привлекать композиторов разных стран. А в случае с русской музыкой этот восточный колорит соединяется с удивительным мастерством гениальных композиторов и порождает подлинные шедевры. В первом отделении концерта прозвучит бессмертная симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шехерезада». Николай Андреевич Римский-Корсаков – это уникальное явление в области всей мировой культуры, не только русской. И дело не только в огромной художественной ценности, объеме его творчества, а в том, что он один является связующим звеном, мостиком между культурой середины XIX века в России, это эпоха Глинки и Доргомышского, и всем музыкальным XX веком. Стравинский и Прокофьев, как известно, были учениками Римского-Корсакова по консерватории, а многие зарубежные композиторы, в числе которых можно перечислить хотя бы французских гениев Дебюсси и Равеля, признавали влияние Римского-Корсакова на свою музыку определяющим. Он является автором огромного количества музыки во всех жанрах, в том числе автором 15 опер, в которых воплотил свои пантеистические взгляды и бесконечную тягу к красоте и гармонии. Также Римский-Корсаков являлся человеком высокой чести, непогрешимых нравственных ориентиров. Он являлся сам этим нравственным ориентиром для многих поколений людей искусства. Кроме прочих заслуг, признано в мире, Римский-Корсаков является величайшим знатоком оркестра. Симфоническая сюита «Шехерезада» отличается не только размахом мышления, удивительным, воплощенным восточным колоритом. Кстати, здесь нет ни одной цитаты. Все мелодии, которые вы услышите, написал сам Римский-Корсаков. Но она поражает совершенством оркестрового звучания. Эта сюита была написана в 1888 году, менее чем за месяц. И партитуре этого произведения Римский-Корсаков предпосылал программу, которую он сам резюмировал из вступления к одному из сборников арабских сказок «Тысяча и одной ночи». Как известно, это средневековый памятник арабской литературы. Программа к Шехерезаде и к сказкам звучит так. Султан Шахриар, убежденный в коварстве и изменчивости женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой брачной ночи. Однако султанша Шехерезада смогла спасти свою жизнь, увлекая его сказками, которые она читала на протяжении 1001 ночи. Так, подогреваемый любопытством, султан Шахриар откладывал ее казнь и в конце концов совсем отказался от своей идеи. Много прекрасных историй рассказала ему Шехерезада, приводя стихи поэтов, слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ. Кроме того, кроме этой программы, изначально Римский-Корсаков предпосылал каждой части определенные названия. Первая часть – это «Море», «Синдбадов корабль». Вторая часть – фантастический рассказ царевича Календера. Третья часть – «Царевич и царевна». И четвертая – «Багдадский праздник», «Корабль разбивается о скалы», «Заключение». Однако впоследствии, как и многие композиторы-романтики, Римский-Корсаков убрал название этих частей, потому что любое название ограничивает образный круг восприятия слушателей. А когда названий нет, когда мы слушаем чистую музыку, каждый может прожить свою восточную сказку. Еще одной изюминкой, помимо многочисленных солирующих инструментов, являются солирующие скрипка и арфа в этой сюите, которые каждый раз предвещают новую историю. Мы можем ощутить, как будто открывается ларчик, и мы можем созерцать настоящее волшебство.
Итак, Николай Андреевич Римский-Корсаков, симфоническая сюита Шахерезада в 4 частях. Убедительная просьба, чтобы глубже проникнуть в смысл музыки, не аплодировать между частями, особенно тишина важна перед 3-й лирической частью. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Большое спасибо.
Уважаемые дамы и господа, антракт 15 минут. Большое спасибо. 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 Второе отделение нашего концерта начнется с музыки выдающегося ученика римского-корсакова Михаила Михайловича Ипполитова Иванова, чьим именем, кстати, назван знаменитый музыкально-педагогический институт в Москве. Следуя за своим учителем, Ипполитов Иванов также был автором огромного количества музыки. Он был музыкальным просветителем, публицистом, писал массу литературных статей, также был хоровым и симфоническим дирижером. Он, кстати, осуществил московскую премьеру «Страстей по Матфею Баха» в 1913 году. В определенный период своей жизни, помимо прочей дирижерской и композиторской деятельности, он был руководителем оркестра в Тбилиси и на протяжении нескольких лет работы там собирал и работал над грузинским фольклором, что вылилось в написание 2 сюит, которые он назвал, обе из них, «Кавказские эскизы». Вот первую из этих сюит мы для вас сейчас и исполним. В этой сюите 4 разнохарактерные части. Первая называется «В ущелье». Она рисует картину величественной горной кавказской местности. Вторая часть называется «В ауле». Здесь соседствуют 2 разнохарактерных состояния. Очень скорбный лирический напев, который, кстати, в партитуре предписан английскому рожку и альту. Но мы также включили в эту партитуру, позволили себе включить кылкубыс, национальный башкирский инструмент, потому что очевидно, что эти мелодии предназначались для исполнения на различных народных инструментах. И с моей точки зрения, кылкубыс, на котором сыграет Аяз Нухов, больше всего соответствует стилю и образу этой музыки. И второе состояние этой части — это манящая, настоящая восточная мелодия. Третья часть называется «В мечети». Это воспоминания о том времени, когда Кавказ находился под татаро-монгольским игом. И четвертая часть — «Шествие Сардаря». Сардарь в Персии и вообще на Востоке — это верховный главнокомандующий или просто предводитель. Это одна из самых знаменитых частей музыки Ипполитова Иванова. Аналогичная просьба не аплодировать между частями произведения. 2 из них средние, очень медленные, и здесь тоже, как нигде, очень важна тишина. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Ипполитов Иванов, сюита номер 1, «Кавказские эскизы» в 4 частях. Большое спасибо.
Татьяна молодец! Браво! Браво! Уху! Дамы и господа, еще концерт не завершился. Я очень переживал, когда дирижировал это произведение, потому что я думал о князе Игоре, об истории много. Конечно, не татаро-монгольского ига, а под эгидой Османской империи. Немножко меня переклинило, я оговорился про мечети. Это еще воспоминания из позднего Средневековья о Османской империи, поэтому очень много мечетей на Кавказе. В завершении нашего концерта мы исполним музыку Александра Порфирьевича Бородина. Это один из ярчайших композиторов второй половины XIX века не только России, но и всей мировой музыкальной культуры. Интересно, если кто не знает, помимо великого композиторского дара, он был великим ученым-химиком. Его работы изучаются в институтах, в университетах наравне с работами Менделеева, и они равно важны. То есть химики считают его химиком, а музыканты – музыкантом. Соответственно, помимо всего прочего, он вел огромную научно-исследовательскую деятельность, музыкально-просветительскую деятельность, преподавал музыку и был также дирижером. Еще и проявил незаурядный литературный дар. То есть этот человек совершенно невероятного таланта. Но, конечно, в историю музыки он вошел прежде всего как композитор. Он создал не так много сочинений, но все они удивительно глубокие. Все они посвящены так или иначе эпическим подвигам народа. Музыку Бородина отличает удивительный размах повествования и уникальный, неповторимый мелодический дар. Он продолжал традиции Глинки, особенно традиции оперы «Руслан и Людмила», и князем Игорем он утвердил тип русской эпической оперы, а второй богатырской симфонии, да и первой тоже, тип эпической симфонии. В 1869 году, когда ему было 35 лет, он получил заказ от Стасова, руководителя кружка композиторов «Могучая кучка», на написание оперы на сюжет «Слово о полку Игореве», памятника древнерусской литературы, повествующего о неудачном походе на половцев новгород-северского князя Игоря Святославовича, его пленении и побеге из плена. Композитор увлеченно взялся сначала за работу, но вы понимаете, что сочинять музыку он мог только урывками между колоссальной научно-исследовательской и музыкально-просветительской нагрузкой. То есть он работал над этой оперой в течение практически 18 лет и так и не завершил ее и не увидел ее премьеры. Музыку эту дописывали его друзья Александр Константинович Глазунов и Николай Андреевич Римский-Корсаков, который оркестровал практически всю партитуру. Возвращаясь к Римскому-Корсакову, что значит оркестровал? В то время особенно, если мы говорим о написании оперы, композитор писал оперу на 2 строчки, чтобы ее можно было сыграть на рояле. Чтобы расцветить это оркестровыми красками, написать огромную партитуру, это совершенно отдельный труд. И даже если просто кто-то возьмется переписывать начисто эти 1500 страниц партитуры, это уже займет как минимум месяц работы с утра до вечера, не считая процесс сочинения и поиска. Так вот, Римский-Корсаков, конечно же, делал все это абсолютно бесплатно, эту глобальную громадную работу, и не только в случае с князем Игорем и Бородиным, а в случае со многими своими друзьями. «Половецкие пляски», которые вы сейчас услышите, знаменитый номер, был написан Бородиным для клавира, то есть для рояля, в 1875 году, а оркестрован, то есть написан для оркестра он от первой до последней ноты, Римским-Корсаковым. Вообще премьера князя Игоря состоялась после смерти композитора в 1890 году в Мариинском театре и прошла с огромным успехом, а особенно половецкие пляски, поставленные хореографом Ивановым, очень знаменитым в то время, произвели полный фурор. Итак, Александр Бородин, «Половецкие пляски». На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Спасибо.
Уважаемые дамы и господа, мы еще приготовили для вас небольшой сюрприз. Я просто сначала хотел сказать несколько слов. Еще раз поаплодировать нашим солистам. Асыл Жакыбек, гобой. Ксения Мороз, флейта. Руслан Валеев, кларнет. Ильнас Фарухшин, фагот. Татьяна Вискунова, английский рожок. Забир Хажеев, флейта, пикколо. Поаплодируем, пожалуйста. Аплодируем. Мы приготовили небольшой сюрприз после такое слово скажу, современной, извините, бомбической музыки. Мы хотим исполнить очень тихую пьесу из оперы «Князь Игорь». Солистом выступит заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин.
Уважаемые дамы и господа, спасибо всем за такой теплый прием. Мы ждем вас на нашем новогоднем концерте 28 числа. Здесь, где мы исполним музыку Иоганна Штрауса и Жака Оффенбаха. До скорых встреч. Спасибо.